Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Себя виновным не считает. То, о чем говорит в этом заключении, что я давал команды, указания обналичивать деньги, передавать их в Москву, этого не было. За что задержали экс-ректора КНИТУ КХТИ, расскажет Александр Свастьянова. 2 месяца живут как в ночном кошмаре. Не только внучки. Мне самой даже страшно ходить вот по темным улицам. Почему жителям Кушарипова с наступлением темноты приходится прятаться по домам, выяснял Сергей Хайдаров. Не спи за рулем. Мозг не отдыхает в ночи, и днем, утром он естественным образом пытается набрать сон. Как в Татарстане водителей лечат от недосыпа. Лина Зинатуллина. Поиски продолжаются. То есть я понял, что все, даже если парень выпрыгнул, он не выжил. Новые подробности полета и падения летчика Рубиса Валеева у Альбины Небаевой. Досталось и ученикам, и ректорам. Одним за успехи в ЕГЭ, другим за недоработку с лучшими абитуриентами. Сегодня в Муслюмово прошла традиционная августовская конференция учителей. Перестать быть крутыми и привлекать в вузы лучших школьников потребовал президент от руководителей вузов. О главных трендах и новшествах нового учебного года Дмитрий Аренин. Автотранспорт – не только средство передвижения, но и способ движения вперед в смысле развития. Так вот, в системе образования Татарстана развиваться помогут 14 новых школьных автобусов и еще 45 легковых автомобилей для управления образования в муниципалитетах. Ключи от машин в торжественной обстановке вручил Рустам Минниханов. И он же открыл большой разговор о том, в чем ключ к успеху в образовании. Как отметили, минувший год прошел на волне успеха. Почти по всем предметам выросли средние баллы ЕГЭ. Стало больше отличников и меньше двоечников. Но при этом, как заметил Рустам Минниханов, половина наших лучших выпускников уезжает в другие регионы. И ректорам вузам дано жесткое поручение – бороться за каждого абитуриента. Вот мы встречались с нашими 100-бальниками, у нас их 117. Из них только 50% остается у нас, остальные уезжают. К ректорам обращаюсь. Вы перестаньте быть такими крутыми, это значит. Вы должны знать всю ситуацию в школах. Лучше вы должны привлекать любыми условиями. Еще одно замечание уже от Фарида Мухаммедшина. Половина дипломированных специалистов работают не по специальности. И это не только большое упущение, но и неэффективное расходование средств. Менее 50% выпускников вузов страны работают по полученной специальности. Это значит, напрасный труд был сделан. Неэффективные вложения в этого человека сделаны, поскольку государство отдачи не получит. Сейчас вся система образования Татарстана – это огромная сфера, куда входит около 4000 различных организаций. В них воспитываются и обучаются почти 800 тысяч человек. И из каждого нужно вырастить гармонично развитую личность и отменного специалиста. Система образования исполняет общественный заказ на формирование развитой и социально активной личности. Ее формирование невозможно без целостной социокультурной среды, включающей в себя как образовательные организации, так и организации сферы культуры, здравоохранения, молодежной политики, семью, городское и сельское пространство и даже виртуальное пространство сети интернет. Одно из главных новшеств предстоящего учебного года – десятиклассникам на итоговом тесте по английскому языку теперь нужно будет и говорить. А через 5 лет ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным. Еще система образования Татарстана продолжит расти в своих размерах. В этом году в республике откроются новые школы и садики, а учителей ждут 17,5 тысяч новых ноутбуков. Дмитрий Аренин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Муслюмово. Коррупционный скандал вокруг КНИТУ КХТИ получил новый поворот. В наручниках сегодня оказался бывший ректор вуза Герман Дьяконов. По предварительной версии следствия, он был замешан в мошенничестве в особо крупном размере. Обстоятельства дела в репортаже Александры Севастьяновой. Знаете ли вы, что сегодня по решению суда задержали экс-ректора КНИТУ КХТИ? Нет. Нет, не слышно. Нет. Информационное поле республики взорвала сегодня новость о громком задержании. В наручниках оказался никто иной, как бывший ректор КХТИ. Германа Дьяконова, в частности, подозревают в хищении денег, которые вузу перечислялись в виде пожертвований.
Как выяснили сотрудники управления экономической безопасности, была отлажена схема хищения средств, по которой заключались договоры с аффилированными коммерческими фирмами на поставку различного лабораторного оборудования и расходных материалов, а также на проведение семинаров и конференций. В поле зрения силовиков попали контракты по проведению семинаров по договорам КХТИ с Юмитрейд. Следствием установлено, фактические расходы на проведение 2 семинаров не превысили 70-80 тысяч рублей, а оставшаяся часть, а это свыше миллиона, была обналичена и присвоена. Экс-ректор вуза вину не признает. То, о чем говорится в обвинительном заключении, что я давал команды, указания, обналичивать деньги, передавать их в Москву, этого не было. И вообще все обвинение построено, по сути, на заявление одного единственного человека Кочнева. Уголовное дело по статье мошенничества возбудили еще в июле. В ходе обысков у подозреваемых изъяты документы, планшеты, сотовые телефоны и денежные средства на общую сумму 2,5 миллиона рублей. На следствие получено достаточно доказательств о причастности Дьякона к инкриминируемому преступлению. Как выяснилось в суде, после обысков директор центра эластомеров КХТИ Игорь Дубовик дал показания против проректора Кочнева. Второй вину признал и отметил, что действовал по указанию Германа Дьяконова. Сам подозреваемый еще до возбуждения этого дела покинул ректорское кресло. По решению Вахитовского районного суда Герман Дьяконов задержан до 17 сентября. Все это время экс-ректор КНИТУ КХТИ будет находиться в следственном изоляторе. Александра Севастьянова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Полет закончен, но история продолжается. Сегодня стали известны новые подробности падения самолета МиГ-15 БИС. На нем в 1955 году в прошлом веке летел казанский пилот Рубис Валеев. Напомним, что после выхода в эфир нашего сюжета о том, что поисковики в Архангельске обнаружили обломки истребителя, нашлись родственники советского летчика. Альбина Минибаева о том, где собираются искать останки казанского пилота. Летал на выполнение учебного задания номер 26. Маршрут полета Рубиса Валеева отряд поисковиков восстановил по архивным документам. МиГ-15 БИС казанцы поднялся в воздух 15 июня 1955 года. На высоте 11 тысяч метров у него отказал двигатель. Падение казалось неизбежным. На потерю километровой высоты он мог пролетать порядка 14 километров. Но при этом он находился так далеко от аэродрома, что планированием вернуться он уже не мог. Не хватило 42 километров, поднимали обломки по кусочкам уже через 61 год после авиакатастрофы. По схемам прошлых лет пытались опознать каждую деталь. Удалось. Истребители собрали. Однако останки пилота пока таки не найдены. Приказ катапультироваться Рубис Валеев получил на высоте 2000 метров, но поисковики не исключают, что летчик на свой страх и риск остался в кабине и попытался завести двигатель. Возможно, он спрыгнул буквально за несколько сот метров до падения. Любой пилот тянул свою машину до конца. Поэтому поисковики построили несколько сценариев, куда мог упасть Рубис Валеев. Все зависит, с какой высоты он катапультировался. Радиус поисков останков может достигать 20 километров. В лучшем случае 2,5 от точки падения истребителя. Судя по всему, он все-таки катапультировался уже на высоте ниже 2000 метров. Вообще в те времена шансов выжить даже при катапультировании было немного, потому что катапультные сиденья были абсолютно сырые. Это не нынешние, когда 99% улетел пилот и спасается аж с земли. Он искал подходящую площадку. Вот, скорее всего, лючок-то. Среди обломков кабины нашли замки фиксации катапульты, оба в открытом состоянии. Шамиль Галеев, внучатый племянник Рубиса Валеева, хотел бы лично увидеть место падения. Сегодня он впервые пообщался по телефону с поисковиками. Алло, Шамиль Маргеевич, добрый день. Добрый день, здравствуйте. В ближайшее время архангельский отряд снова начнет поиски, теперь уже останков Рубиса Валеева. Поиски могут затянуться, но родственники Валеева ждут вестей каждый день. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Архангельск, Казань. Сколько аварий происходит по вине переутомленных водителей, инспекторы не считали. Но считают, это серьезная проблема. Сегодня Минздрав и ГИБДД запустили новый проект «Не спи за рулем». Анкетирование, наблюдение и обследование. Врачи уже побывали в казанских транспортных предприятиях. Кого и как будут лечить от недосыпа, теперь знает Лина Зинатульевна. Казань. В июне водитель средь бела дня на ровной дороге вдруг съехал к обочине и сбил человека. Как одна из причин – сон за рулем. К
дальней дороге готовят спальное место Ревкат Вафин. Автобус водит 33 года. Регулярные рейсы в Москву, Крым, Абхазию. Говорит, в дороге бывает всякое. И у него свой способ не заснуть за рулем. Семечки. Арифи. Отвлекает, вот знаете, от сна очень хорошо отвлекает. По закону, каждые 4 часа водителя в автобусе должен менять напарник. Теперь за режимом труда и отдыха следит и тахограф. Эта карта называется карта водителя. Тут все вот мои фотографии. Сколько часов я день я отработал. Все в этой карте пишется. Проблемами сна водителей в Татарстане всерьез занялся Минздрав, запустив проект «Не спи за рулем». Обеими руками за и ГИБДД. Ежегодно происходят дорожно-транспортные происшествия, в которых у нас гибнут люди по причине того, что водители не соблюдают режим труда и отдыха. Среди этих водителей наверняка есть и те, которые страдают заболеваниями сна. С начала проекта уже 1500 водителей прошли анкетирование. Во сколько вы ложитесь, просыпаетесь ли бодрым и не хотите ли спать в течение дня? 80 вопросов, 80 честных ответов. Все, чтобы понять, страдает ли водитель нарушением сна. На исследование сна отправляются водители, по анкетам которых можно заподозрить патологию. Одно из самых опасных расстройств – апноэ сна, при котором в мозг не поступает достаточно кислорода. Это храп, который сопровождается остановкой дыхания во сне. Из-за этого мозг не отдыхает в ночи и засыпает во время вождения автомобиля. Цель проекта – не лишить людей рабочих мест, а помочь им справиться с заболеванием. В нем примут участие не только казанские водители, но и транспортные предприятия Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Лина Зинатульна, Мирзалюшев, ТНВ, Казань. Отделались штрафом. Самарской компании-перевозчику вынесли вердикт по делу о ДТП под Заинском. Об этом сообщают самарские издания. Генерального директора Оксану Никитину оштрафовали на 200 тысяч рублей. Напомним, в июле в аварии с пассажирским автобусом погибли 14 человек, еще 12 получили серьезные травмы. Как одну из версий причины трагедии рассматривали переутомление водителя. К компании-перевозчику были серьезные претензии по соблюдению режима труда и отдыха сотрудников. Лампы есть, света нет. Один из самых крупных населенных пунктов Альметьевского района остался без уличного освещения. Эту информацию нам сообщили жители поселка Куль-Шарипова. По их словам, с наступлением темноты находиться на улице становится опасно. Почему Куль-Шарипова погрузилась во мрак, узнавал Сергей Хайдаров. Вот нас приглашают в клуб или на концерт выступать, или что. А вот после концерта как мы должны идти? В темноте так. Ночной кошмар для жителей Куль-Шарипова продолжается уже 2 месяца. С заходом солнца, словно в фильме ужасов, тысячи сельчан прячутся по своим домам. Мунира Фарахова живет на улице Тукая. Вспоминает, как раньше с детьми проводили на воздухе вечера. Сейчас страшно. Не только внучке, мне самой даже страшно ходить вот по темным улицам, потому что деревня большая, приезжих очень много. Черт знает, кто где живет, честно говоря. Вот. Такая же ситуация на улицах Советская и Речная, уверяют сельчане. Проверить это решила и наша съемочная группа, оставшись в деревне на ночь. С наступлением темноты половина села вымирает, а дети, не успевшие вовремя вернуться домой, рискуют попасть под машину, каких по этой дороге за сутки проезжает сотни. Почему же половина деревни живет в режиме блэкаута? Причина, по словам местного исполкома, отсутствие финансов. Больше 700 тысяч рублей, рассчитанных на оплату уличного освещения, закончились еще в июле. У нас в этом году было предусмотрено 736 тысяч, мы уже израсходовали. Так как у нас с расширением границ сельского поселения добавились еще несколько улиц. Энергетики готовы включить свет сразу, когда за него заплатят. Вопрос, кто это сделает, исполком или сельчане из своего кармана. В конце июля, к концу июля сложился долг, они фактически перешли на режим экономии. Но я думаю, ситуация поправится, большая часть оплачена, не хватает совсем немного, я думаю, этот вопрос решится в ближайшее время, и мы готовы в любой момент включить, как только будет произведена оплата. Освещение улиц для местных сельчан – это постоянная проблема. Например, в прошлом году недостающий бюджет восполнили за счет других налоговых источников. Но дальше, по словам местного исполкома, так продолжаться просто не может. Ведь у них в списке еще целый ряд нерешенных социальных проблем. Сергей Хайдаров, Фуат Гайсин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Альметьевский район. Со своей проблемой жители села Куль-Шарипова Альметьевского района обратились в нашу редакцию. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 570 50 17. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. В Татарстане намолотили 1 миллион тонн зерна.
С полевых встреч президента с аграриями. Салават Мухаммадуллин. Лес или пшеничное поле, что дороже? Условия для собственника есть, чтобы его использовать по назначению. Почему на сельскохозяйственных землях растут деревья? В проблеме разбиралась Лейсан Сабирова. В разгаре уборочная страда, и первый 1 миллион тонн зерна уже в закромах республики. Сегодня об этом отрапортовали в Минсельхозе. За комбайнами уже четверть убранных полей. В помощь к аграриям в поля Актанышского и Мензелинского района сегодня приехал президент республики. Что из работы уже можно попробовать на вкус и какие районы республики в лидерах жатвы, узнал Салават Мухаммадуллин. То ли от скромности, то ли из-за позднего начала уборки мензелинцы скрестили руки и наклонили головы. При этом стесняться местным аграриям нечего. В день они убирают больше 1000 гектаров. Первые плоды своих работ прямо на поле представили Рустаму Миниханову. Сегодня у аграриев республики мини-праздник. Первый 1 миллион районы республики намолотили планомерно. В лидерах промежуточного рейтинга сармановские и заинские аграрии. А вместе с ними с цифрой больше 33,5 тысяч тонн зерновых еще 12 районов. 13 намолотили в среднем на 7 тонн меньше. А вот оставшимся аграриям преимущественно неподалеку от столицы стоит подтянуться. Да и в целом республика пока не в передовиках. Если в России убрано около 33% площадей, то в Татарстане ровно наполовину меньше. В помощь новенькие комбайны. В Актанышском районе их сразу 20. Только один из них стоит 10 миллионов рублей. Теперь комбайнеру позавидует наш зритель, который у себя дома. Ведь в кабине кондиционер, музыка, в общем, все удобства. Большие вложения требуют и высокой отдачи, а актанышцы не подводят. У местных аграриев один из самых высоких показателей. На этом дне 6000 центнеров намолотили. Ага. Еще столько же собираетесь, наверное, да? Да. От полей сельхозназначения на поля футбольные. Пока отцы украшают комбайны, актанышские ребята штурмуют новенькие ворота. В районном центре сегодня открылся стадион на 1000 мест. Район боюнча эшләр мотор бара. Киләчәктә дә шулай мотор биналар, мотор стадионнар һәм Актанышка уңышлар. Не забывают в Актаныше и охранительницах очага. Специально для них малышей отремонтировали центральный парк. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, ТНВ, Актанышский район. Тем временем в Татарстане 35 тысяч гектаров сельхозземель не используются. Участки заросли кустарником и деревьями. Часть собственников уже оштрафованы. О том, как сделать так, чтобы земля работала, решали сегодня специалисты Россельхознадзора. И так непростой вопрос усложнил конфликт интересов. Лесники выступают за сохранение лесов. Так что же дороже, пшеничные поля или раскидистые леса, узнавала Лейсан Сабирова. Земельный участок сельскохозяйственного значения покрыт сорной и древесно-кустарниковой растительностью. У каждой проблемы свои корни. Здесь 12 гектаров. Четверть заросла елками, соснами, полынью и даже борщевиком. Собственник уже давно махнул рукой на свой участок. Сейчас будет проводиться комплекс контрольно-надзорных мероприятий, направленный на установление собственника данного земельного участка. В последующем виновное лицо будет привлечено к административной ответственности и будет выдано предписание. Восстановить прежнюю плодородность участка уже вряд ли получится. Однако пожинать плоды равнодушия собственнику все же придется. Штрафные санкции для физлиц до 50 тысяч рублей, для должностных до 100 тысяч, для юрлиц до 700 тысяч рублей. Ревизоры уже обошли 200 тысяч гектаров полей и выписали штрафы на 3 миллиона. Изменение почвенного плодородия. Сегодня совещались в Высокогорском районе. Заросшие кустарниками участки – привычные явления для Казанского кольца. Не засеивают участки владельцы в Высокой горе, Лаишево, Верхнем Услоне, Зеленодольске. Схожие ситуации и в Челнах. 52 собственника привлечены к ответственности. Камнем преткновения в решении данного вопроса стал спор между лесниками и аграриями. Раз уж лес вырос, его нужно сохранить, уверены лесники. Аграрии утверждают, земля должна работать по назначению. Два этих вопроса для республики стратегически важные, поэтому каждому случаю индивидуальный подход. Нормальный лес, если ничего там не растет, если каменная земля, не сельхозназначение, там, я думаю, лучше лес растет. Но заброшенный
Ни одного клочка земли не должно быть у республики. Пока в Татарстане около 35 тысяч гектаров заброшенных земель. Полностью ввести их в оборот планируют за 2-3 года. Лейсан Сабирова, Марат Заидулин, ТНВ, Высокогорский район. Арбузно-дынный сезон наступил. Чтобы попасть на прилавки, все бахчевые культуры должны пройти тщательную проверку на дорожных санитарно-контрольных постах. Сейчас на казанских рынках продают арбузы и дыни из Волгоградской и Астраханской областей, а также из Казахстана. Где купить самые вкусные бахчевые и как их правильно выбирать, об этом далее. Стараемся часто, да, потому что сезон. Стараемся покупать фрукты по сезону. И ягоды тоже получается. Середина августа. Прилавки казанских рынков ломятся от арбузов и дынь. За безопасность можно не переживать. Бахчевые культуры созрели и пригодны для употребления в пищу. За качеством ягод тщательно следит Роспотребнадзор. Если верить словам представителей ведомства, в этом году в них нитратов нет. На всех рынках республики у нас есть лаборатории ветсанэкспертизы, где сидят ветеринарные врачи и эксперты, и каждую входящую партию бахчевых культур и других культур, плодово-овощных культур, проверяется в том числе и на нитраты. Однако от микробных отравлений не застрахован никто. Правильное соблюдение элементарных правил поможет избежать тяжких пищевых отравлений. Правило первое – не покупать бахчевые культуры вблизи дорог и строек. Ягоды нужно приобретать в магазинах и на рынках, где они проходят контроль качества. А вы разрезанные тоже продаете? А как? Они же пищевой пленки же. Правило второе. Продажа разрезанных арбузов и дынь запрещена. Никто не знает, каким ножом их резали, а мякоть – благоприятная среда для размножения микробов. Могу посмотреть, как покупатель, у вас документы на арбузы, откуда вы их привезли? Правило третье. Покупатель вправе потребовать у продавца товарную накладную и сертификат соответствия продукции. Также у продавца должна быть медицинская книжка. И четвертое правило. Купленные ягоды нужно успеть съесть за сутки. Посадите меня на грядку, назовите меня арбузом. Буду я непременно сладким, с офигительно сочным вкусом. Алина Бережная, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112». Веревки не выдержали. 7-летний мальчик упал с 7-го этажа, облокотившись на сушилку для белья. Подробности через несколько минут. А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Далее выпуски о спорте и о погоде. И до встречи в 21:30. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимергалиева, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хәйретдинов, Ришат Тухатуллин, Сирина Зайнетдинова, Филис Каһиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Все включено в аквапарке Ривьера. Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок. Либридерм Сирацин. Номер 1. Вот такой должна быть пешеходная улица. А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Для простой и взыскательной публики здравница Чувашской Республики. Вас приглашаем в оазис заботы и теплоты. Окунитесь в мир здоровья и красоты. Ждем вас в санатории Чувашия. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Рубиновцы Жамаладдинов и Ахметов попали в состав молодежной сборной России на Евро-2019 года. Всего на матче с Арменией и Гибралтаром вызван 31 футболист. Тем временем уже на этой неделе в тайваньском городе Тайбэй стартует 29-я летняя универсиада. Представители сборной России отправились на остров в Тихом океане, однако не в полном составе. Пока под вопросом выступления наших легкоатлетов. В окончательном списке сборной 13 представителей Татарстана в 9 видах спорта. Сборная России по футболу на всемирных студенческих играх представила 2 команды, мужскую и женскую. Стоит отметить, что универсиада проходит не под эгидой ФИФА, поэтому возможность проявить себя получили футболисты, которые в сборную попадают нечасто. Мужской сборной России при этом досталась практически группа смерти. Под литерой «С» она сыграет с командами Италии, Бразилии и США. А вот российским девушкам будет, возможно, чуть легче. У них всего 2 соперника в группе – Великобритания и ЮАР. Россия, я думаю, это тоже имя для наших соперников, поэтому, соответственно, постараемся достойно представить свою страну. Если мы будем подстраиваться полностью под соперника, наверное, нам будет тяжело и делать поправки, во что будет играть соперник. Нет, наверное, мы должны прежде всего отталкиваться, конечно, от своей игры. В Риге продолжается Кубок латвийских железных дорог по хоккею. Акбарс во втором туре проиграл хозяевам турнира «Динамо» со счетом 1-3, пропустив по шайбе в каждом периоде. В середине первого, отстояв в меньшинстве 2 минуты, динамовцы забросили первую шайбу. В концовке мог отличиться шведский новичок казанцев Антон Ландер, но, бросая с убойной позиции, метров с 2 он попал в штангу. Рижане тем временем довели счет до 3-0. После точной атаки Ерофеева неплохую комбинацию и еще одним броском завершил Балинскис. Играть оставалось еще половину периода, но все, что сумели сделать казанцы, так это отыграть одну шайбу. Андрей Марков вовремя увидел за чужими воротами свободного Андрея Попова. И тот красиво отправил шайбу в верхний угол ворот. 3-1. В первом матче дня «Локомотив» обыграл Минское «Динамо» со счетом 4-2. Именно с минчанами казанцы проведут завтра следующий матч, начало игры в 15:30. Любое поражение – это поражение. Значит, что соперник был в каких-то компонентах сильнее нас. Вот это нельзя отрицать. Поэтому нужно разобрать игру, посмотреть, какие моменты у нас не получались в этой игре, и вот поработать конкретно над какими-то задачами. Татарстанец Василий Мосин выиграл серебро в упражнении дубль-трап в 4-й день розыгрыша финала Кубка России по стендовой стрельбе. В финале наш стрелок дошел до золотого матча, в котором всего 1 точный выстрел уступил Виталию Факееву из Липецкой области. Наш второй участник финала Александр Фурасев держался в тройке лидеров по итогам предварительного раунда. Но в финале стрелял менее успешно и финишировал на 5-м месте. Следует отметить, что серебро Мосина стало 4-й медалью, которую завоевали татарстанские спортсмены на финале Кубка России. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Солнечный антициклон управляет погодными процессами в Татарстане. И завтра ожидается вполне комфортная и ясная погода. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы и Азнакаево будет солнечно и без осадков. Ночные температуры плюс 14, днем воздух прогреется до 24 градусов. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет малооблачно, но не исключены небольшие дожди. Ночью 14 градусов тепла, днем столбики термометров покажут плюс 24. На севере Татарстана, Менделеевске, Актаныше, Агрызе ночью временами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ночные температуры плюс 13, днем 24 градуса. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтасе ночью также временами возможен дождь, днем без осадков. Ночные температуры плюс 15, днем около 24 градусов тепла. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном ночью временами дожди, плюс 14, днем ясная и сухая погода, плюс 24. В центральных районах Татарстана, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет малооблачно, но утренние часы с дождем. Ночью плюс 14, днем 23 градуса. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. О погоде в столице. Ночью в Казани местами пройдет дождь, плюс 15-17. Днем ожидается ясная погода и 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный, порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и завтра составит 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.